В пресс-центре «Спутник» Южная Осетия прошла пресс-конференция с участием директора Российского детско-юношеского центра Александра Кудряшова и министра образования Южной Осетии Аслана Лулаева. В центре внимания оказались ключевые задачи и перспективы внедрения лучших практик воспитания в республике. Советники директоров по воспитанию, которые начнут работать в Республике Южная Осетия с января месяца, призваны, конечно же, в первую очередь уделить особое внимание воспитанию нашего подрастающего поколения. Без национального компонента тут, конечно же, не обойтись. Акцент, конечно, будет поставлен на такие элементарные человеческие, скажем так, черты характера, как что такое хорошо, что такое плохо, уважение к старшим, любовь к родине, изучение истории родного края. И, по большому счету, это такой большой симбиоз, в котором будет принимать участие и руководство образовательной организации, и соответствующие педагогические кадры, в том числе это воспитатели, это психологи, это социальные педагоги. И в этой работе, конечно же, первое место отводится советнику директора. В ходе встречи Александр Кудряшов рассказал о целях и задачах проекта «Навигаторы детства», подчеркнув его значимость для формирования слаженной личности подрастающего поколения. Наш проект направлен на создание условий для всестороннего развития детей и подростков, поддержку их талантов, отметил директор Российского детско-юношеского центра. Мы провели стратегическую сессию с педагогическим сообществом, посвященную развитию проектов в области воспитания. Как необходимо организовывать штабы воспитательной работы, как необходимо организовывать работу педагогического коллектива, чтобы создавать уникальную воспитательную среду, направленную на самое главное, на всестороннее развитие наших детей, на поддержку их талантов, их инициатив. Как вы знаете, совсем недавно по решению нашего президента были выделены средства из резервного фонда на запуск проекта «Навигаторы детства» Республики Южная Осетия. Это инициатива, которую поддержал наш президент, ее озвучил Сергей Владимирович Кириенко во время своего приезда. Александр Кудряшов высоко оценил выступление учителей республики на конкурсе «Навигаторы детства». Он также добавил, что этот успех стал прочным фундаментом для их полной готовности к новым проектам. Буквально за короткий период мы сформировали конкурсную документацию, создали платформу и в течение месяца получили огромное количество заявок от педагогического сообщества республики. Поступила 81 заявка, в некоторые школы у нас было порядка 7 кандидатов. И стоит отметить, что в рамках конкурсного отбора 71 человек успешно прошел 2 этапа. У нас был дистанционный этап и очный этап. Это говорит о том, что педагогическое сообщество Южной Осетии, оно обладает очень мощными профессиональными компетенциями. И оно доказало это во время конкурса. И сейчас у нас уже сформирован кадровый резерв. И буквально через месяц советники директоров по воспитанию приступят к своей деятельности в образовательных организациях республики. Обсудили проекты и перспективы совместной работы и новые инициативы, направленные на поддержку талантливой молодежи и создание условий для их всестороннего развития. За небольшой отрезок времени, не буду кривить душой, проделана большая работа. Предстоит проведение еще больше работы, но когда есть понимание выполнения поставленных задач, все происходит гораздо проще. И Российский детско-юношеский центр является надежным другом Министерства образования и науки Республики Южная Осетия. И уверен, что результаты не заставят себя долго ждать. Я надеюсь, что через полгода у нас будет здесь же проведена конференция, где мы будем обсуждать успехи, которые у нас есть в нашей совместной деятельности. Пресс-конференция продемонстрировала высокий уровень заинтересованности и готовности к сотрудничеству обеих сторон. Реализация проекта «Навигаторы детства» в Южной Осетии открывает новые горизонты для развития молодого поколения и укрепления образовательного потенциала республики. Дарья Хурева, Заур Остаев, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня.